Первый герой программы «Лидер» Батал Тапагуа – известный абхазский политик, 12 лет возглавлял Центральную избирательную комиссию. Экс-министр юстиции, ныне депутат парламента Абхазии. О нем говорят, что он волевой, принципиальный, эмоциональный. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии. В канун празднования Дня Победы я решила поговорить с ним о становлении нашего государства за последние 26 лет, с чем мы справились, а что оказалось нам не под силу. Договорились встретиться в ресторане Сан-Рему и пообщаться за чашкой кофе. Здравствуйте, Батал Иванович. Спасибо, что вы приняли мое приглашение и согласились на интервью. Как можно не прийти на приглашение? Это наш первый выпуск нового проекта, который называется «Лидер». Как вам такое название? Как называется? «Лидер». Ну, громко сказано. Ко мне отношения, собственно говоря, я думаю, не имеет. Какими качествами должен обладать лидер, на ваш взгляд? Вы знаете, лидером, я думаю, что стать невозможно. Это некий природный дар. Вы не видели во дворе, когда дети играют, там, вот, высокие, здоровые ребята такие бегают, шкет какой-то маленький бегает, и всем этим хозяйством управляет вот этот маленький, а не вот, скажем, другие. Это природный дар, это невозможно. Научить этому невозможно. И это или вложила природа в тебя и родители, или ее нет. У вас есть качество лидера? В спорте бывало. Я не люблю эти пафосные названия там, и так далее. Это все как бы так. Это должно быть без названий. Люди сами должны чувствовать, понимать и обращать. Если это есть, это должно быть полезным. Как бы. Лидеры разные бывают. Могут к хорошему привести, а могут к плохому. Батал Иванович, прежде чем мы перейдем к серьезным вопросам, можем заказать кофе, чай. Что предпочитаете? Кофе. С сахаром, без? Чуть выше среднего. Тогда присядем. Батал Иванович, сколько было вам лет в 1992 году? Так, в 92-м мне шел 30-й год. Я 62-го года. Как вы тогда себе представляли в 92 году Абхазию через 2-3 десятка лет? Что вы думали о ее будущем? Ну, вы знаете, дело в том, что мы же дети, как бы родившиеся в Советском Союзе. Это события там 77-й год, 78-й год. Мы школьники были, но это хорошо помним. Тогда у нас было такое понимание, что мы республика, которая потеряли свой уровень, то есть мы были союзной республикой, и при Сталине нам дали автономию. И вот, значит, наша задача как бы вот такой вернуть свое, чтобы мы были такой же союзной республикой, как Грузия, как другие республики. Моя тетка Вера Шамба, она воевала во время Великой Отечественной войны. У меня дядя, ветеран Великой Отечественной войны, он такой очень, на мой взгляд, считаю, что один из таких абхазов был, который очень серьезный фронтовик. Он был в разведке, фронтовой разведке во время Великой Отечественной войны, на Азим такой Шамба. Вот, к сожалению, он уже умер. Значит, вот на фоне них, как бы, у нас, как бы, вот, в моей семье, там, а с отцовской стороны, правда, немножко другая проблема была. Дед у меня рано погиб. Отец, как бы, маленький был во время войны, поэтому, а вот со стороны материнской у меня, как бы, вот, такая очень героическая семья. И поэтому я помню, я здесь в школе учился, я жил со своей теткой. Где здесь, в Сухуме? В городе Сухуме, я в 10-й школе учился. В начале нулевой, 1-2 класс я учился в Кутовах, а потом мои родители перевезли меня сюда, и я учился в 10-й школе. И так получилось, что я помню, моя тетя имела маленький такой, маленькое радио такое. И в 1977 году мы, в 7 классе, мы крутили и ловили там «Голос Америки» свободно. И когда Абхазия не приняла Конституцию,
Вот, требования были там, чтобы абхазский язык был государственным и так далее. Я впервые услышал такую фразу «мятежная автономия». Первое слово «мятежная автономия» это было в 1977 году, это или «Голос Америки», или «Свободная Европа», какая-то радиостанция вот это произнесла. И вот этот мятежный дух, так сказать, свободы там, и так далее, мы имели еще в школьные годы. Я помню, Олег Константинович Лакарба, тренер сборной Абхазии по волейболу, когда сборная Абхазии играла, значит, на спартакиадах, на чемпионатах Грузии, приветствие произносила на абхазском языке «бзе». А сборная Абхазии мужской, как бы, тренером был известнейший тренер Делинан Роберт Артемович, который 2 олимпийских чемпионов воспитал, мой тренер. Она приветствие произносила «привет». Но в 1978 году, как в 8 классе я был капитаном сборной Абхазии по волейболу, мы впервые как бы уже приветствие делали на абхазском языке «бзе». Получается, мы к войне были уже подготовлены, дух был, стержень был, и, может, это объяснимо, Нет, что нет, выиграли? Это я говорю 70-е годы, а вот уже по 90-е годы, про то, что вы говорите, перед, это 87-89 год, они, конечно, уже окончательно определили нас, это Народный форум, там, благодаря там, вот, Народному форуму, активу. Честно говоря, результат войны – это то, что народ был подготовлен к этому, что готов сражаться за свою свободу. Есть народы побольше, чем мы, которые не имеют ничего, но вот заслуга, я когда приехал с университета, уже здесь работал, я уже входил в Народный форум, тогда редко кто из абхазов не входил в Народный форум, как бы. Вот я вас слушаю, я понимаю, почему мы выиграли эту войну. К этому мы готовились, Да? и мы были сильны, мы были объединены. Но тогда я спрошу по-другому. Владислав Григорьевич, знаете, как говорил? Он не говорил, мы выиграли войну, он говорил, не смогли защитить себя. Кстати, очень такого. Очень, да, говорил, точно подмечено. Потому что мы смогли защитить свою родину, себя. Тогда я спрошу вот так. Почему так плохо получается защитить себя сейчас? Сейчас нет кого особо защищаться. Это было после войны. Это было после войны, как бы, когда мы вынуждены были защищаться себя. Ну, может быть, такой со всех откровенной сторон. агрессии нет. Но тем не агрессия менее. была реальная со стороны Грузии все время, и всегда были, как бы, вы знаете, проблемы, которые нам ставило, там, скажем, ельцинское правительство, там у нас все время были проблемы до 2000 года, пока Путин не пришел к власти, у нас, Владимир Владимирович, у нас были все время проблемы. Все время, как бы, всякий 98-й год возьмите, там, 2001 год, как бы, это же война. Для такой маленькой страны, как бы, это каждое столкновение, это война. Я вам скажу, что я после войны был главой администрации в Очамчирском районе. Мне повезло, так как бы, вот Владислав Григорьевич меня как бы направил. Я имел честь в своем районе быть главой администрации вот с 93 по 95 год. Я вам хочу сказать, что не было недели, чтобы не было тревоги. Что значит тревога? Это крестьяне, кто что-то чем-то занимался, бросали все, что они там держат, брали свои автоматы на машины, и каждое село, это же подразделение, несколько военных подразделений приезжали, ехали на границу, все время, как бы, вот такие дела. Это не знаю даже, как это объяснить. Это экономически, я прекрасно помню, у нас не было солярки там, чтобы топливо найти, как бы мы вынуждены были иногда брать топливо от бизнесменов, которые только-только что-то Мне начинали. кажется, мы немного идеализировали, как после войны, какое будущее нас ждет. Нам же всегда кажется, что оно будет лучше. Ну, не знаю, я вам честно скажу, что я ожидал другого. У меня было вообще представление такое, что после окончания войны и так далее, что нас начнут признавать. Это касается Иногда внешней бывает, политики. да, А что происходило, видимо, наивно. что касается внутренней политики? Вот насколько какие-то вам стратегические ошибки были совершены, которые мы сейчас, Да вы знаете, пожинаем сейчас задним плоды? числом все умные. Как бы, я вам хочу сказать, что вот я-то наивно полагал, что нас сразу начнут признавать, что мы заслужили признание, что мы имеем право, как бы, на свое государство. Об этом и речи не было. Но потом пошли трудности, сложности. Там все мировое сообщество против нас было. Ну, давайте вспомним, там, сколько там, 5 самых крупных государств мира, как бы, создали там друзья Грузии, например, там американцы, немцы, французы, кто еще там были, англичане, ну, и Россия. Вот это 5 стран, которые стали друзьями Грузии в Организации Объединенных Наций, и они были все против нас.
Но все-таки вы делаете акцент на внешней политике. Я хотела бы поговорить о послевоенной ситуации, внутренней ситуации. внешняя Почему политика- в клубок стали сворачиваться все наши проблемы? Но я вам объясню, потому что внешняя ситуация влияла на внутреннюю. Нам не давали торговать с Россией. Вы маленькая были, видимо. Ну, я эти времена помню хорошо. Вот когда как бы мы в блокаде были от самого крупного игрока. Это же серьезная вещь. До 2000 года мужчин вообще не выпускали за границу, и то с какими-то придумывали схемы, болеет, не болеет, что-то какую-то чушь придумывали. Вот. Турция что, с нами торговала, что ли? Они у нас задарма просто брали все. Продукцию, которую мы отправляли. Мы находились в жесточайшей блокаде. Я даже, видимо, климатические условия и настрой народа как бы вот на выживание и так далее дало возможность нам выжить, чтобы мы там на колени не встали ни перед кем, по большому счету. Получается, обстоятельства были сильнее нас, и Конечно. политическая элита Абхазии не могла повлиять на эту ситуацию в то Нет, время. было все в основном на выживание, по большому счету. Я прекрасно помню, тогда в 93-94 году у меня было разрешение, мы пост таможенный поставили в Адзубжах. Значит, таможенный пост стоял государственный на Адзубжах. И за счет этого как бы, мы содержали в Очимчирском районе городские школы, платили зарплаты, больница Очимчирская, значит, милиция, прокуратура, администрация. Это все за счет этого, что какое предприятие могло работать и отправлять. Тем более мы в администрации ввели запрет на заготовку металлолома в Очимчирском районе для физлиц и так далее. Только предприятия у себя давали. Потому что мы понимали, что у людей нет денег, они все срезали бы и все продали. Батал Иванович, может быть, тот путь, который мы сейчас проходим, он естественный для такого маленького государства и с таким маленьким населением, как Абхазия? Может быть, мы напрасно переживаем за свою государственность? Нет, я с вами не согласен. Дело в том, что мы, конечно, тогда совершили ряд ошибок. Я был член правительства, я не скрываю, в 1995 году, министром юстиции был и так далее. Я думаю, мы это совершили от незнаний. Ну, как бы это не сказано, от незнания. То есть делали, в принципе, то, что мы знали. Что, ну, мы не знали, кто может. Например, ввели монополию на ряд вещей. В частности, там, чуть ли не на муку, чуть ли не на сахар, на спиртное даже ввели. Я не могу сказать, эта идея светлая, как бы кому в голову пришла тогда. Но я с себя не снимаю ответственность, я тоже был членом правительства, как бы, но это объяснялось тем, что вот у нас тяжелая ситуация, мы должны сконцентрировать все как бы в руках государства, и только государство может вытянуть эти вещи. Сейчас я думаю, что, видимо, это от незнания. Не нужно было монополизировать, потому что не надо было этого делать. Потому что частная инициатива всегда сильнее, чем государственная. Это к этому я абсолютно пришел. Вот. И мы нанесли, я думаю, что некий, может, не знаю, столь существенный или нет, на ущерб на то, что частную инициативу притормозили в этих областях. Надо признать, что в 1994 год исполнял обязанности премьер-министра Леонид Иванович Лакербаев. Честно вам скажу, что больше свободы было как бы нормально. Потом немножко после него пошли, скажем, некие как бы проблемы на монополизацию. Не могу объяснить, я никого не хочу ни в чем обвинять, потому что высоко что-то как бы преподнесли, что это самый лучший вариант, как бы и так далее. Потому что у нас не было учителей. Это очень важно, когда у вас учителя, когда вы уже хотя бы чей-то опыт, вы знаете, что не надо делать. Считали, что это да. Значит, что? Лучше. Тогда не было учителей, время прошло 26 лет. Нет, Теперь мы совершаем меньше ошибок. Теперь мы совершаем меньше ошибок. Нет, а я считаю, что сегодня тоже мы совершаем очень много параллельных ошибок, которые тогда совершали. Потому что мы считаем, что самые умные мы, что нам не надо никого сюда звать, спрашивать, интересоваться, даже у своих соплеменников. Я имею в виду даже диаспора, которая находится там в той же Москве, там про турецкую я не говорю, потому что там немножко экономика другая, и людей меньше знаю. И там наверняка есть экономисты серьезные. Мы никого не хотим приглашать, мы ни у кого не хотим снять. Самая страшная беда, что мы не сделали внутри страны конкуренцию
между значит, специалистами на уровне руководства. Это Никто что, пускай не властолюбие обижается. такое или некое вот защитить А у меня себя? такое ощущение, честно вам скажу, что приглашать людей, которые меньше тебя знают, но зато хорошо тебя слушают. И чтобы они всегда выглядели хуже, чем начальник. Это, так сказать, да, возьмите, посмотрите, значит, давайте вживьем посмотрим все эти годы, и вы посмотрите, значит, за редким исключением, ну, какие-то звездочки там и так далее, но упаси Боже, чтобы кто-то мог быть каким-нибудь министром, который в этой области как бы ас и больше знает, чем президент или премьер-министр и так далее. Этого никто не допустит. Должен Серость быть правит хуже. нами. Принцип такой: я начальник, вы дурак, вы начальник, я дурак. Высшим качеством любого руководителя является то, когда его подчиненные как бы в своих областях и так далее асы больше него знают. Это нам кажется, что конкретно кто-то выигрывает в этот момент или кто-то проигрывает. Нет, проигрывают все, когда это плохо. А от плохого управленца проигрывают в итоге все. Это там кому-то может казаться, я извиняюсь, продаю свои груши, яблоки там и так далее, стоит. И меня это не касается, что наверху. Это не так. В итоге проигрывают все. И тот, который там, вот это тоже нижнее звено. Я знаю абхазскую часть населения. Вот армянскую часть населения Абхазии, наших сограждан, я меньше знал. Вот сейчас, когда выборы были, я с Алхасом Гюцени в некоторых местах был. Я посмотрел и послушал, я им даже там сказал. Я говорю, у меня такое ощущение, что им вообще как-то все равно, что и как. Вас интересует, вот дорогу подведут к вашей деревне, асфальт положат, будет там вода, а на все остальное вы чихать хотели. Я им это сказал, многим. И я вот сейчас делаю вывод, я был прав, именно это начихать. Я к этому пришел, как бы, к выводу и так далее. По итогам выборов. Да, по итогам выборов, к этому, что они вообще на это, как бы, знаете, так. Сознательной части наших граждан оказалось только на 1% меньше. Получается так. Я никого не хочу оскорблять, сознательно, несознательно. Я, например, не считаю, что прошедшие выборы, мы все равно к этому приходим, касаемся этого. Я, например, благодарен, как бы, я хотел это сделать, но думаю, через вашу передачу и так далее. Я хочу всех поблагодарить, вот, тех людей, которые пришли, как бы, ну, скажем, вот, из-за уважения, посчитав, из-за доверия к нам и проголосовали. Я себя имею в виду, я очень благодарен, как бы, и хочу большое спасибо им сказать, потому что вот те, которые как бы посчитали, что если я там нахожусь рядом с кем-то, что я буду добиваться именно того, что я прошу, в это поверили и пришли. Я им очень благодарен, как бы. А большая, как бы, часть населения, которая вообще не прошла, как говорится, я считаю, это гораздо хуже, чем те, которые пришли. Скажем, я не считаю того, что мне не дали голоса, дали вам, я не должен на это обижаться, я не убедил их. Я в политике давно, как бы, и я прекрасно понимаю, что люди так решили, как бы. А те, которые не прошли, как бы, ну, там Черчилль говорил, по-моему, что выбирают плохое, как бы, те, которые не пришли. Тоже выбор. Плохого Я не руководителя хочу сказать, выбирают да, граждане, да, которые не да. участвуют в выборах. Я не считаю, что это плохо или хорошо. Вопрос не в этом. Вопрос в другом, что когда, значит, люди выбирают, это они сами выбирают. И они понимают. Ну, на сегодняшний день, значит, мы не получили те голоса, не заслужили, как бы, и не считают, видимо, нужным это сделать. Я немножко думаю по-другому. Могу сказать, почему я так думаю? Да, вот что мне непонятно. Вот, прошедшие выборы. Все последние 5 лет, с 2014 года, мы слышали о том, что власть Хаджимба не рейтинговая, что сам президент совершил множество ошибок, не выполнил ни одно свое обещание, начиная от освобождения террориста Лукава и заканчивая, там список большой, невыполнение бюджета было, и частая смена глав правительства, и как дно похищение людей за выкуп. Оказалось, что у него нет шансов выиграть эти выборы. Хотя была ли победа, это тоже вопрос спорный, но это другая Вы знаете, тема. Я вам хочу сказать... Есть логическое объяснение этому? Теоретически так не бывает, нелогично, и теоретически не бывает. Но на практике мы же увидели, что бывает. Надо признать одну вещь, что
По рейтинговым показателям, которые были, конечно, результат должен был быть другой. Но простите меня, у меня там есть другой вопрос. На самом деле же на выбор должен был идти Аслан Георгиевич Бжания. Его же убрали. Я не думаю, что результат выбора был бы такой. Алхас Алексеевич при всем уважении совершенно не готовился к этому. Он это повторял, говорил, что это вот, он к этому вообще не готовился. И за 25 дней человек, в принципе, максимально, что мог, сделал. Он не специалист в разных областях там, и так далее и тому подобное. Меня немножко коробит другое, что сам уровень получился, как вам сказать, так. Уровень предвыборной кампании? Да, получился такой, скажем, я хотел бы ожидать немножко другое. Вот. Но это не наш уровень. У нас потенциал в стране больше, мне так кажется, чем та конкурентная среда, которая была для президентской. Это не важно. Но основной игрок был убран, понимаете? И для меня это очевидно, что это специально был убран. Вот после выборов я немножко сделал такую паузу и подумал, мы откровенно же разговариваем, да? Надеюсь. Я подумал, думаю, слава богу, что Алхас Алексеевич не победил на выборах. Обоснуйте. Обосную. Понимаете, в чем дело? Если это огромная ответственность брать на себя такую ношу в том положении, в котором мы сегодня есть. Многие, которые идут на президентские выборы, шли, я вообще не совсем понимаю, осознавали они, куда они идут, на какую работу они идут. Самое поразительное, я как-то в начале выборов сказал, как говорится, что я на месте Хаджем бы извинился бы там и ушел бы, и не стал бы баллотироваться. Я исходил из того, что он-то понимает, какие есть проблемы и так далее. Если человек идет, это же надо же понимать, какие проблемы. А получается, что это по большому счету несерьезный подход. Почему я успокоился, сказал, если бы победил бы наш лидер Алхас Квиценник, у меня лично, например, я ни на какую должность не шел, никуда не шел. Мое требование, просьба была одна – провести реформы и навести порядок в правоохранительной системе, все силы бросить туда и порядок. Все, две вещи, больше ничего. Я к чему хочу сказать, что я думал, а вдруг у него не получилось бы, мне вообще стыдно было бы куда-то выйти, знаете, на берег выйти спокойно, в глазах людей я был бы таким неким политическим банкротом, мне было бы стыдно, если бы что-то у него не получалось, потому что это же большая ответственность. Маленькая страна, мы каждый день бываем в деревнях, в городе, все наши знакомые. Разве не стыдно, когда ты не держишь слова? Не стыдно. Можно второй раз выиграть выборы. Подход к власти, к бизнес-проекту. Я прошу извинить, а вот эти потраченные деньги, которые там и так далее, эти люди просто потратили? Или они будут возвращать себе их? Хочется знать, они же такие филантропы? Не, сейчас мы увидим дальше, что будет. Мы увидим дальше, что будет, потому что люди будут. Мне могут сказать, у Квиценник кто тратился? Может, пару чек потратились и так далее. Как они собирались, это я не знаю, но остальные кто-то сам по себе помогал, думали, к чему-то мы придем, что-то будет хорошее, то есть не против были бы потратить что-то, какие-то мелочи. А какой? Это становится бизнес-проектом. Мы можем доиграться на следующие выборы, может случиться, я не знаю, когда они будут, но может так получиться, что приедет один такой средненькой руки бизнесмен, выберет себе какую-нибудь чебурашку, поставит как один мой друг говорит, поставит его, профинансирует, и все население проголосует. У нас есть целые села, известные села, которые находятся, извините меня, на финансировании конкретных людей за муку, сахар, селитру и так далее. Ежегодно каждый выбор голосует. Каждый. Щебенку посыпал там и так далее, и так далее. Потому что они не доверяют, что если они изберут какого-то толкового парня, отправят и так далее, что это изменит? Лучше сегодня хоть селитру раздадут, хоть муку раздадут. Мы переходим тихо на финансовое обеспечение. Но и тем не менее, Баталов Иванович, тут немножко поспорю с вами. Мы были в шаге от того, чтобы переломить эту ситуацию. Вот вы говорите, в штабе Квиценева не было. Не переломили, как видите. А на 1%. Это всего лишь на 1% против такого могущественного административного ресурса. Давайте тогда и покритикуем оппозицию.
Да, Справедливости конечно. ради. Оппозиция могла бы выиграть в первом туре, не смогла объединиться. Надо же, чтобы выиграть власть, она должна была объединиться и приложить все усилия А к этому. зачем Это ей разве не было? объединяться? Я же вам сказал, что бизнес-проект – это не только для одной стороны, это и для другой стороны тоже бизнес-проект оказался. У Алхазской не могу сказать, что бизнес-проект, мы, которые там были, мы ничего не хотели. А остальные требовали места и должности. Что, не так, что ли? Что, в этой стране кто-то что-то не знает, что ли? Торговались, как на рынке, зеленью. И это ведь факт. Откровенная торговля должностями, просьба вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, скажем, немного, ну, как бы что-то просили. И что? А это не оппозиция. Такая, которая есть, которая между собой начинает торговаться, как бы это, я этих людей не понимаю. Для В меня итоге это было на как руку бы не нынешней понять. власти. Оказалось на руку нынешней власти. Вы знаете, да, ну а почему бы и нет? Почему они не должны воспользоваться этим? Правильно сделали, чем могли, тем и воспользовались. Кстати, тоже торговались, тоже известно, посылали гонцов, так сказать, к одной части оппозиции с торгом. Давайте, я вообще не понимаю, говорится, ну вот. Поэтому мы, видимо, вот этот градус президентских выборов должны убрать. Не должен быть президент такой должности, чтобы он бился, убивался. Убивались за это, потому что это превращается в бизнес-проект. Завтра приедет любой бизнесмен, он берет, я же говорю, любого поставит, как бы профинансирует эти села, говорится, больше селитра даст, больше сахара даст, там еще что-то, говорится, раздаст денег просто и закончится на этом. Решение вопроса вы видите в разграничении власти президента? Да. Минимизировать битву за должность, как говорится, президента довести до нуля. Чтобы это было, чтобы человек, который туда идет, он понимал, что это труд, а не, простите меня, царское кресло. Тогда вся страсть переместится в парламент. Послушайте, пусть перемещается, там будет исполнительская власть, премьер-министр там и так далее. Пускай, но это разные люди. Я жесточайший сторонник мажоритарной системы выборов, которая сегодня есть. Считаю, что для Абхазии это единственный способ. Вообще в мире считается это самое демократичное. Но не все могут себе такую роскошь позволить. А у нас нет таких сложившихся партий и так далее. Я считаю, что сегодня это идеально. После этих выборов я еще раз убедился, что я прав. У нас есть, как вам сказать, опасения. Мы маленькая страна. Мы не Армения, где 98% проживает армян. И для них все понятно. Но другая страна, где, как говорится, не 90% проживает абхазы. И для того, чтобы выжить нам, как бы у нас более тяжелая ситуация. Кругом, как говорится, с одной стороны враги, с другой стороны, правда, наш друг, который нам помогает, ну, простите меня, времена будут меняться, и непонятно, какие ситуации будут. Да и у других соседей за морем тоже свои интересы. Это весь мир живет со своими интересами, и у нас есть свои интересы. А мы не сможем защищать свои интересы, если мы перейдем на другую систему. Будет очень тяжело. Это может привести к необратимым для нас последствиям. Вот у политиков есть понимание того, что мы можем прийти к этим необратимым последствиям? Но я хочу сказать, что надо к чести сказать его Алхаза Алексеевича, ну там были крупные политики, тот же Чирик там и так далее. Они, конечно, себе такие вещи никогда не позволили бы. Они стоят выше, как бы, каких-то интересов частных, там, выиграть выборы президентские, там, избраться, или интересы страны. Интересы страны превыше всего. Ну, это, ну, в конце концов, не враги же победили, как бы, ну, это те же, как бы, ну, выиграли выборы. Ну, что такого? Другой вопрос, как бы, есть вещи, которые, вот вы говорили о том, спрашивали меня, вот, совершены ли были ошибки там в 90-х годах и так далее. Да, были совершены из-за незнаний. А в чем это сказалось? Вы правильно спросили, в чем? А я вам скажу, что что-то можно было пройти быстрее, улучшить и сделать. В силу незнания и так далее, видимо, не сделали. Потом оно пришло со временем. Это время все поедает, как бы, вопросов нет. Но мы потеряли время. Понимаете, когда целое поколение, как бы, теряет время, это очень болезненно. Вот. Мы можем потерять время. Мир ушел далеко. Знаете, когда
Когда россияне говорят, там, люди науки о том, что в некоторых научных делах и так далее мы безбожно отстаем там, от Запада, там, от Америки на 20 лет, на 30, на 50 лет, если это россияне отстают настолько, вы теперь возьмите нас. Мы вообще тогда там, в средних веках где-то находимся. Но сегодня, ну я не хочу сейчас все утрировать, но сегодня у нас есть, понимаете, молодежь. Мы должны сделать ставку на молодежь. Вот каждый президент, который не приходит, понимаете, он руководитель везде ищет, как говорится, либо подобие его должны быть, либо хуже, чем он. Это как бы такая практика наша. В Гудаутском районе, например, очень много там, пофамильно можно назвать людей, которые помогают своим селам, автобусы пустили бесплатно. Вот. Не хочу фамилии называть, не дай бог, еще там кто-то кого-то украдет из их родственников. Вот. Вот, понимаете? Вот, сделали дороги, все. Ну почему их нельзя называть? Это же хорошо. Дети, которые они должны понимать, что они должны помогать рядом, которые, чтобы им было хорошо. Значит, где они живут, значит, своему району, своему селу, своим соседям. То есть такие люди, да. Потенциал есть, просто мы Ну, не слушайте, их используем. надо показать. Люди должны видеть героев своей страны. Не обязательно как бы вот там по телевизору крутить там политиков, как говорится. Ну, пусть буду и я там, наши лица все время. Как бы. Пусть это новые лица, люди должны смотреть. Петр Иванович, хочу ввести вас в другую тему. Да, не проблема. Вот по поводу легитимности нашего нынешнего президента, вот хочется прям задать, мне не терпится вопрос. Ну, по поводу 19 статьи Конституции вы подробно и детально и много раз говорили. Настолько избитая фраза. Да, поэтому я просто хочу спросить, вы ожидали такого вердикта от судей? Конечно. Ну, о чем вы говорите? Конечно, я ожидал. Я знал, что так будет. Ну, это же ненормально. А вы знаете, что я вам скажу, что ну, у нас откровенный разговор, я повторяюсь, но при другом исходе, предположим, на 1000 голосов набрал бы, скажем, на Квицения, да? Может быть, мне пришлось бы уехать вообще на какое-то время из Абхазии. Мне лично. Потому что мою точку зрения по этому вопросу знали все. До второго тура. Я бы не сказал, что Квицения выиграл выборы. Если бы он на 1000 победил бы. Вот такое, то есть обратная сторона, если была. То есть вы вообще человек справедливый, неважно... Неважно, мне какая разница. А что, если кто-то пришел бы от господина Хажимба и сказал бы, повторите свои слова, конечно, повторил бы. Это та ситуация, когда обе стороны как бы прекрасно понимали, что вот этот против всех будет работать, против того и против этого. Поэтому они всякие письма засылали там. Вы были против этих таких писем? Конечно, да, но это все знают. Ну, политики обычно гибкие, они пытаются играть и в свою пользу. Ну, послушайте, аналогичная ситуация была бы другая. Если бы Алхас Алексеевич Квицения, предположим, набрал бы на 1000 больше, чем Хаджимбов, со стороны Хаджимбова был бы иск в суд. И правильный был бы иск. Проблема не в этом. Я прекрасно понимал, что никакая на уровне той абхазской власти, которая есть, она все предпримет как бы в отношении суда, как бы, чтобы он принял другое решение. Именно такое. Я это тоже знал. Вот просто я в суд пошел только по одной простой причине. Во-первых, попросил меня Алхас Алексеевич, ну, в этой области я все-таки как бы кое-что знаю. Вот. И плюс как бы моим условием было, что ни один человек возле суда не должен появиться. То есть, знаете как, благополучие нашей страны, чтобы не было конфликтной ситуации, это прежде всего. Потому что у нас слишком много опасностей как бы вокруг нас, чтобы мы могли здесь проводить эксперименты по поводу каких-то противостояний. Это очень опасно для нас, для нашего государства как такового вообще, для нашего существования. И это вот Алхас Алексеевич Саран прекрасно все понимал. Вот. И сам, в первую очередь, надо признать. Вы за букву закона, и неважно, это в ваших интересах или нет. Хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, что у нас президент, гарант Конституции, который сам же грубо нарушал законы. Какое правовое государство мы строим? По сравнению с 2004 годом уровень сознания наших граждан вырос. Ну, по крайней мере, в той части, которая сегодня оказалась в оппозиции. Что она там не ломает двери, окна суда,
не срывает мантию судьи. Поверьте, это не та публика, которая боялась, там нагнали, как говорится. Меня это немножко как бы раздражало. Я даже сказал там на суде, это тоже наши братья, сестры с милиции привели, АТЦ там, и так далее. Ну поверьте, как бы, не та мы страна, которую вот такими ресурсами можно пугать людей. И не испугливых это вся как бы публика. Если они могли идти против танка, как бы грузинского и так далее, поверьте мне, их, видимо, не... люди осознают и понимают, что так делать нельзя. Я тогда сказал только, что вот не делаем, не разгоняем ЦИК как в 2004 году было, не нападают на судей и так далее. И слава Богу, мы в этом плане, наше общество, я думаю, выросло. Я поняла, вы против всяких таких радикальных действий, однако ваш близкий друг, не только соратник, но и близкий друг Аслан Георгиевич Бжаня в последнем своем интервью сказал откровенно, что мы будем действовать методами Хаджиба, даже похлеще. Да? Каждый воспринял, наверное, как воспринял, но я восприняла это вот немножко, что будут какие-то радикальные меры. Может быть. Я не знаю. Дело в том, что, понимаете, в чем дело? Мы и друзья, и так далее, не только с Асланом Георгиевичем, и так далее. У каждого свое мнение, свой подход. Я человек немножко другого плана. Я хочу воспринять. Для меня есть одна вещь, самое, чего я боюсь, это опасения внешние. Когда мы внутренне спокойны, и у нас проблема внутри, для меня очень важно, чтобы этим не воспользовалась какая-то внешняя сторона, для того, чтобы создать проблемы для нас. Для меня самое главное, это чтобы мы, как вам сказать, чтобы мы сохранили свою независимость. Я сам очень достаточно, видимо, агрессивный человек в силу как бы войны и так далее, и так далее. Но я понимаю некоторые вещи, которые грани переходить нельзя. Другой вопрос, когда другая сторона пользуется этим. И вашу воспитанность и интеллигентность воспринимает за вашу слабость. Да. И об этом. Это очень, конечно, плохо, плачевно. Вот. Здесь немножко у меня позиция не то, что другая, я просто вижу свое видение. Но это не значит, что все должны смотреть, как я. Абхазия должна быть правовым государством? Да, но у меня один вопрос. Если вы пошли в суд и хотите там выяснять отношения, вы выясняете там. И с результатом вы должны быть... Смириться? Согласны. Согласна. Если вы не хотите, тогда не идите в суд. Тогда выясняйте отношения по-другому. Но, к великому сожалению, у нас в стране и другая сторона прекрасно должна понимать, что если люди себя так ведут, что и они должны вести себя так же. Понимают ли это другая сторона или нет? Видимо, если другая сторона это не поймет и не будет делать, тогда некое моральное право может остаться у оппозиции, как себя вести. Такое может быть. Это ни к чему хорошему не приведет. Мне кто-то может сказать, что какая ваша позиция была 20 мая, когда сессия проходила, откладывали и так далее. Я был за то, что сказал, что Хаджимба нужно уйти сегодня же. Пожалуйста, объясню, почему я так говорил. Парламент проголосовал на назначение выборов. Вопреки тому, что случилось, что фактически отравлен основной конкурент, его просто не убили. А я сказал фразу: тогда пускай Хаджимба тоже пишет заявление, скажет, что вот вы выборы назначили, я слагаю с себя обязанности, оставляю должность исполнителя президентской, премьер-министру и иду на выборы, как любой обычный человек, а не так, как с использованием административного ресурса, что я президент действующий, а вы просто так идете, я все рычажки дергаю. Вот требование какое было. А не требование не идти. Сказали, да, если ты так вот не идешь на это, тогда пойди на то, что будь мужчиной и так далее. Надо было требовать это до конца, вы считаете? Но я, к сожалению, поймал инфаркт в тот день, обширный инфаркт, и меня увезли. Я бы, например, конечно, пытался бы требовать до конца.
Получается, с самого начала эти выборы начались как-то несправедливо, вот в Они такой начались с того плохой, момента ужасной несправедливо, ситуации. как снесли Аслана Абжани. Да. Все прекрасно понимали, что если Аслан Абжани будет конкурировать с действующей как бы, властью при ее рейтинге, однозначно на первом же туре он выиграл. Вот. А потом начались игры, вот, торговля откровенная, как бы, оппозиции между собой, там, ну, не между собой, но там некоторые фигуранты, скажем, свели людей в непонятную ситуацию. Слушайте, люди не занимаются каждый день политикой. Политика занимается какая-то маленькая горсточка людей. Остальные обычные люди как бы живут своей жизнью. Когда им это напоминают, они начинают, они не знают, ввели в заблуждение, вообще не поняли, за кого, что, чего, кто что хочет. По первому туру как бы две оппозиционные силы, посмотрите, сколько набрали. А что, люди, голосовавшие за Шамиля Ардзанба, они что, не оппозиционеры действующей власти? Или, скажем, за Леонида Запшипа. Что, они не оппозиционеры, что ли, действующей власти были? Ну, возьмите, сложите все эти цифры, грубо. Я понимаю, что сложением ты результаты не получишь, это выборы, а не арифметика. Но, ну и что? Ну, Арш был и так далее. Он с кем конкурировал вообще, господин Аршба? С Хаджимба? Нет, он конкурировал с Гвицени. Да? Да. И это Но это тоже была сложением не ошибкой. получается. Да. А какие цели добивались оппозиции? Алхас Алексеевич Гвиценин, каких целей добивался, мы знаем. Человек шел на то, что договорился с теми, кто рядом, на реформы, на изменения и так далее. Все очевидно. Никаких вопросов, связанных как бы с дележкой властей. Ни одного человека не называли на какую-то должность, кроме Аслана Абжани, что он пойдет премьер-министром. Больше никого не называл. И правильно делал, потому что он и не знал. Это надо было делать коалиционно, договорившись на конкурентной основе там, и так далее. Вот какая задача была. Не было другой задачи никакой. А какая задача была, извините меня, значит, у Аршба? Кто не знает? Какая вообще? Кроме того, что они хотели как бы стать один премьер-министром, другой вице-президентом, а другой президент. Какие? Что? В итоге, получается, пока внутри вот эта дележка шла, как вы сказали, их конкурент Дележка не пришел шла. к власти. Ну и молодец, по большому счету. А дальше будет работа над ошибками или? Я не думаю. В Абхазии я никогда не видел, чтобы кто-то над какими-то ошибками работал. Все делается спонтанно. Мы не системная страна. Вот системно, чтобы кто-то что-то делал, я не видел. У нас не хватает ресурсов, не хватает знаний, терпения и работоспособности. Батал Иванович, все-таки я хотела бы еще поговорить об Аслане Георгиевиче Абжани. То, что власть не заинтересована найти людей, покушавших на его жизнь, мне Это тоже очевидная говорит вещь. о том, что о никаком правовом государстве речь и не идет. Конечно. И кому это было выгодно, тоже понятно, Конечно, чтобы вот посмотрите, из Инала выборного Хашига статья процесса его очень интересная исключить. была. Да, я Вот. читала. Инал это не, ну, так это его идея была там такая. Но Инал исходила из того, что полезно для страны. А здесь не исходит из того, что полезно для страны, а полезно лично для меня, что в первую очередь. Вот весь вопрос. Совместить эти две вещи, как бы, это нужно иметь хорошие мозги. Не получается, не совмещаю. Теперь немного о будущем. Слава Богу, Аслан Георгиевич выжил и в скором времени вернется в абхазскую политику, я так понимаю. Да. Станет ли он тем лидером, которого ждет абхазское общество? Я думаю, да. На сегодняшний день из тех, кто обладает знаниями, опытом жизни, связями и грамотностью и так далее, и еще один главный, и желанием. Желание. Да. Потому что есть люди, которые не хуже, чем Аслан Георгиевич в нашей стране, но они не желают. Не хотят по разным причинам там, и так далее. Вот, наверняка. Вот. И желание. Я никого, собственно говоря, не вижу. Это высокий уровень. Очень высокий уровень, не в обиду будет сказано другим. Поэтому его пытались и убить.
что слишком откровенный конкурент, который победил бы с первого тура, я так думаю, может ошибаюсь, но я так думаю, хотели убрать. И борьба, понимаете, в чем дело? Я уверен, что, может быть, и в этих судах результаты были бы другие, если не боялись бы, что Алхас Алексеевич не будет выдвигаться, а кто-то другой будет. Что ж, это так, подспудно. Вот, понимаете? Может, могли бы пойти на такой жест законности там и так далее, сказали бы, ну, по закону давайте принимайте решение. Но есть боязнь, что вдруг приедет, если сейчас будут новые выборы назначены. Аслан Джани. Аслан Джани, и тогда как бы, да, и победы не будет. И хочу вам сказать, что наша беда немножко как послевоенная в том, что мы не дали оценку тем, которые во время войны нигде не были, а даже некоторые были с грузинами, мы их не оценили. Мы не дали им оценку. Мы так по-абхазски Общество поступили. маленькое, Да. все друг друга знаем, Да, родственники по-абхазски. пощадили. Ну, это не только, как говорится, я не только абхазов имею в виду. У нас целые районы, извините меня, под грузинами были, и они как бы и отставали. Им вообще было наплевать, как говорится, кто там победит. Вопрос не в этом, в этой войне. Мы не дали этому оценку. Мы не приняли никакого решения жесткого. Мы подошли к этому по-абхазски, как бы. Вот. И в этом плане как бы это используется. Но эту методику изучили. Сейчас в политике тоже. Это к тому, что вы говорили. Ну, раз молчат, значит, можно нажимать сколько угодно. Аукнулась. Да. Значит, я к чему хочу сказать, что да. И мы не дали эту оценку. Ну, к сожалению, как бы, это благородно, с одной стороны, и так далее. Но это благородство люди используют как бы совершенно в другом. И поэтому оппозиция, конечно, может повести себя по-другому. Для меня самое главное, чтобы домик этот наш не разрушили до основания, и потом этим домом будут управлять другие люди. Я не удивлюсь, если те, которые как бы принимали в данном моменте на этих выборах свои решения только за какой-то кусочек, как говорится, там, я извиняюсь, там, за асфальт, за это, что завтра они не выйдут с плакатами, что как бы нам строить страну тяжело. И нам бы неплохо было бы как бы подумать по-другому. Не хочу никого винить. Тогда это аукнется для всех. Есть уже эти опасения, и на этих выборах мы это увидели. Да, конечно. Не удивлюсь, как говорится, что с плакатиками выйдут, как говорится, что вот нам тяжко, что вот нам нужно как бы по-другому, мы хотим жить лучше. Хотя не могу сказать, что по соседству со всех сторон все живут лучше, чем мы. Такого нет. Ну, как вам сказать, такое, знаете, для кого-то может оказаться, что бремя победителей терпеть как бы не стоит. Силы накопились, потому что часть из них вообще с нами. Подумать как бы по большому счету, как страну сделать нормальной, а нормальная страна – это когда жители страны живут хорошо, когда жители страны живут богато, когда жители страны не дерутся за должности, потому что эти должности приносят только доход. Мы уже говорим больше часа, поэтому я благодарю вас за интервью. И завершить хочу нашу беседу вот цитатой. Мне понравилась эта цитата. «Самое трудное – принять решение действовать. Остальное – вопрос упорства». Мне кажется, это очень актуально сейчас в наше время. И мне кажется, вот именно принимать решения в нужный момент, брать на себя ответственность и проявлять упорство – вот это и есть основные качества лидера. Кстати, автором цитаты является женщина Амелия Эрхарт, которая в одиночку пересекла Атлантический океан. Спасибо, Батал Иванович. Получилась откровенная беседа? Мне обычно всегда откровенно, тем более сейчас. У меня на этом все. Вы смотрели программу «Лидер» с депутатом Абхазского парламента Баталом Тапагуа. Подписывайтесь на наш сайт медиаклуба Апсна Яхья, а также смотрите нас на нашем YouTube-канале. Еще увидимся. До свидания.